В социальных сетях и мессенджерах республики активно распространяется документ, который приписывают руководству региона. В нем якобы содержится распоряжение о пресечении слухов о топливном кризисе. Информация мгновенно разошлась по сотням чатов, вызвав вопросы и беспокойство у жителей. Однако, как выяснилось, доверять этому сообщению не стоит. Сообщение – не что иное, как фейк. И тот же указ главы, который распространялся в сети, что в ущерб нашего региона снизить количество продаваемого топлива жителям Ингушетии и в помощь соседнему региону передать это топливо. Тоже фейк, тоже отрабатывался, и уже на федеральном уровне наше опровержение вышло. Центр управления регионом Ингушетии оперативно проверил данную информацию. Специалисты ЦУРа связались с администрацией главы и правительства республики и получили официальный ответ. Я в первую очередь хотел бы призвать всех жителей включить критическое мышление и информация, любая информация, которую вы видите в сети, тем более если это информация, которая каким-то образом дискредитирует регион, дискредитирует региональную власть или население в первую очередь включить критическое мышление и проверять эту информацию. Ну или хотя бы дождаться, пока официальные источники, официальные власти опровергнут эту информацию. Как правило, в 90% случаев эти фейки готовятся на скорую руку, и их очень легко опровергнуть. В свою очередь, могу сказать абсолютно точно, что Центр управления регионом будет контролировать сеть, и при выявлении подобных фейков мы всегда будем давать объективную официальную информацию. ЦУР Ингушетии призывает граждан быть бдительнее и не становиться распространителями ложной информации. В эпоху цифровых технологий особенно важно соблюдать информационную гигиену, проверять данные, не доверять сомнительным источникам и следить за новостями только на официальных ресурсах власти. Адам Мережков, Магаз 24.